Национально-культурной автономии Ухты продолжают серию культурно-просветительских проектов для горожан. В преддверии столетия Коми в Ухте проходят Дни национальных культур. В один из таких открылась этнографическая выставка в Ухтинской центральной библиотеке «Путешествие из Коми в Грузию». Совершила его и узнала о дальнейших планах и маршрутах Виктория Науменко. Старинные предметы быта, одежды коми и грузин, редкая непривычная глазу современного человека кухонная утварь и подробное описание ее применения – все это ждет посетителей выставки, которая недавно открылась в Ухте. Почти все экспонаты подлинные, передавались из поколения в поколение и собраны, что называется, с миру по нитке. Некоторым несколько веков. Чурчхела – это на нитках, которые орехи нанизаны, что прежде чем все это самое дойдет до готовности, надо приготовить так называемый каш. Каша – это виноградный, перекипяченный виноградный сок. Потом она разбавляется с мукой. И вот такой огромной ложкой. Этой ложке моей маме было бы на следующий год 100 лет. Это еще бабушкина. Подобные экспозиции, посвященные коми-культуре, можно встретить и в других музеях республики. А вот возможность прикоснуться к культуре грузинской здесь поистине уникальная. Впрочем, в части, посвященной коми-быту, здесь тоже есть особенно редкие экспонаты. К примеру, огромный деревянный ковш, которым раньше доставали из чанов с кипятком кочаны капусты. Так коми стерилизовали овощи перед закладкой на зимнее хранение. Капусту варили. Но варили, это громко сказано, как бы, может быть, заваривали. Минут 10-15 они всего лишь в кипяченой воде держали. И если большой качан, четвертовали, если поменьше, половинку, а то и целиком. И вот вынимали да, оттуда вот ковшиком. Некоторые делали с отверстием, чтобы рассол стекал. Путешествие из Коми в Грузию – одна из цикла выставок национально-культурных автономий, приуроченного к столетию Республики Коми. Каждый месяц экспозиции меняются. Так, накануне ухтинцам показывали армянские музыкальные инструменты. Идея принадлежит отделу краеведения Центральной библиотеки. Первая выставка – это была выставка армянских музыкальных инструментов. Ну и как только мы увидели, с каким успехом прошла эта выставка, и грузины, и коми решили подтянуться и тоже организовать выставку, еще большую по масштабу. Путешествие из Коми в Грузию в Ухтинской библиотеке можно будет совершить до конца марта. А еще один культурно-просветительский проект ухтинских автономий открыт для посетителей в 5-й школе. Здесь продолжает принимать всех желающих фотоэкспозиция «Мир. Наше будущее». Ее открыли в декабре и совсем скоро начнут выездные экспозиции. Вообще мы планируем 19 марта будет открытие выставки и презентация в детском доме номер 2, 30 марта в средней общеобразовательной школе номер 3. На сегодняшний день, надо сказать, что охват целевой аудитории составляет более 1500 человек, потому что выставку в стенах нашей школы посетили и учащиеся родители нашей школы, и учащиеся родители близлежащих школ, также воспитанники детских садов и представители национальных культурных автономий. Ребята из 5-й школы запечатлели для агитплакатов, оформленных в стиле советского времени. Оригинальный проект реализовали грузинская и коми культурной автономии Ухты на средства республиканского гранта. И когда дети поймут это, что дороже всего есть мир, это будет тогда значит нам какой-то плюс, то, что мы что-то сделали в жизни. Авторы идеи были удивлены количеству желающих. Попасть в объектив профессионального фотографа, облачиться в ретро-костюмы хотели многие. Выбирали лучших. Предполагалось, что участие в таком фотопроекте должно напомнить подросткам о важных общечеловеческих ценностях. И организаторы в этом не ошиблись. Как признаются участники, проект действительно подтолкнул к позитивным изменениям. Я поняла, что в последнее время начала очень сильно лениться. И после фотосессии я начала больше работать, более усердно. Мне кажется, люди сплотились, вот те, кто все участвовали, как бы независимо от того, от возрастной категории, все с друг другом общались очень хорошо. На сегодняшний день в Ухте 20 национально-культурных автономий. И все объединения желают не только рассказать горожанам о своей культуре, но и сплотить многонациональную Ухту, сделать каждого по возможности чуть-чуть лучше. Пока им это вполне удается. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.